Human Rights Watch призвала таджикские власти немедленно освободить Далера Имамали и Абдуллу Гурбати. Более 1000 человек стали жертвами землетрясения в Афганистане. Найдено тело пропавшего по дороге в Харок водителя ОМОН. Европа готовится к полному отключению российского газа. Неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призвала таджикские власти немедленно освободить блогеров Далера Имамали и Абдуллу Гурбати. Human Rights Watch заявляет при этом, что двое таджикских журналистов были задержаны за свою профессиональную деятельность. В своем заявлении Human Rights Watch призвала также таджикские власти прекратить давление на СМИ и журналистов. Сейнат Султаналиева, исследователь по Центральной Азии Human Rights Watch, сказала, что критика государственных органов не является преступлением, и поэтому блогеры должны быть немедленно освобождены, а все обвинения против них должны быть сняты. Власти Таджикистана пока заявление правозащитной организации не прокомментировали. По меньшей мере 920 человек погибли, еще около 620 пострадали в результате землетрясения в восточной части Афганистана. Об этом сообщил заместитель министра Временного правительства Исламского Эмирата по ликвидации стихийных бедствий, заявление которого транслировал телеканал Тулон Ньюс, передает ТАСС. Между тем, телеграм-канал «Лента дня» сообщает, что погибших уже более 1120 человек. Землетрясение произошло в ночь с 21 на 22 июня. На данный момент известно, что как минимум один кишлак в уезде Гаян был полностью уничтожен. Также пострадали населенные пункты в уездах Бармала, Зирук и Ника. Магнитуда землетрясения оценивается в 6,1 балла. Эпицентр находился в 44 километрах к юго-востоку от города Хост на глубине 15 километров. Эмир Исламского Эмирата Афганистана и глава Талибана Хайбатулла Хунзада попросил международные структуры о помощи в связи с землетрясением в провинциях Хост и Пактика. Мы также призываем международное сообщество, благотворительные и гуманитарные организации помочь населению Афганистана в связи с этой трагедией и приложить все усилия, чтобы максимально помочь скорбящим, говорится в его заявлении, которое опубликовал в Твиттер представитель талибов Билал Карими. Родственники Сангали Камолова, водителя в ОМОН МВД Таджикистана, пропавшего месяц назад по дороге в город Харок, сообщили, что его тело обнаружено и захоронено. Брат погибшего Сангали Камолова 22 июня сообщил, что тело его брата было обнаружено 12 июня. Оно прибилось к берегу реки Пянж вблизи границы с Афганистаном. По словам родственников, Сангали Камолов 20 мая вместе с бойцами ОМОН отправился в Рушанский район Гбау, но по дороге пропал без вести. Власти сообщили родственникам, что он утонул в реке в ночь на 21 мая. МВД до сих пор официально не сообщила об исчезновении или утоплении сотрудника ОМОН. По словам родственников Сангали Камолова, якобы вместе с ним утонул еще один человек, однако неизвестно, сколько бойцов ОМОН находились в машине и что стало с остальными. Европа должна быть готова к полному отключению российского газа предстоящей зимой. Сокращение поставок в страны ЕС на прошлой неделе следует рассматривать как предвестие их полного прекращения. Об этом заявил генеральный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль в интервью британской газете The Financial Times, обнародованного в среду 22 июня. Москва пытается использовать газ в качестве фактора давления в продолжающейся войне с Украиной. Европа должна быть готова к полному отключению российского газа. Чем ближе мы подходим к зиме, тем лучше понимаем намерения России. Я уверен, сокращение поставок направлено на то, чтобы не дать Европе наполнить хранилища и усилить влияние России в зимние месяцы, сказал Бироль. Мы, Европейская комиссия, разработали план, который позволит ЕС сократить потребление российского газа к концу года на 2/3. Он предполагает самые различные меры от увеличения импорта сжиженного природного газа и ускоренного развития возобновляемой энергетики до мер на индивидуальном уровне, включая замену газовых отопителей тепловыми насосами в домах, ограничение скорости автомобиля на магистралях, сокращение поездок на машинах, снижение температуры в домах на 1 градус Цельсия и другие.